Наконец-то у ингушского блогера Артема Плато прорезался голос, и он дал комментарий своим словам. Но он оказался настолько предсказуемым, что мы даже разочаровались в нем. Артем утверждает, что он озвучил официальные факты, и что он нашел все, что зачитал в официальных и признанных работах. Также Артем упомянул про ведущих кавказоведов, мы догадываемся, что это за кавказоведы. Итак, Артем вместо того, чтобы привести какие-то источники, наоборот начал юлить и утверждать, что он во всем прав, призывая всех прочесть «Очерки русской смуты». Он все ссылается на Деникина и его книгу «Очерки русской смуты», но сказать, на какой странице Деникин написал вот эти слова, он не может. Вы историю хорошо знаете. Я очень уважаю чеченский народ и знаю немножко историю Чечни. Я знаю, что Деникин покорил Чеченскую республику, Чечню, и не покорил ингушей, потому что ингуши послали их армию эту русскую вместе во главе с Деникиным куда подальше. Об этом Деникин сам пишет. А вот про Ермолова Артем даже не заикнулся, как будто он и не зачитывал ничего, а мы все придумали. Еще он утверждает, что мы ловим хайп на нем, именно поэтому сделали ролики с опровержением. Но дело в том, что мы о его существовании не знали, пока не наткнулись на видео, где он наглым образом пытается опорочить честь чеченского народа, возвышая на фоне чеченцев, ингушей. Даже в таком случае мы уважительно и без оскорбления опровергли ложь, которую Артем вместе со своим кавказоведом наговорил на чеченцев, думая, что Артем заслуживает уважительного отношения. И напоследок, Артем обещал дать ответ на наше видео. Артем покажет нам, откуда взял то, что зачитал, труды, авторов и страницы. Или же Артем будет вилять хвостом и передергивать фактами, без ясности, зная, что его аудитории из мира фантазии будет этого достаточно. Как это круто, когда тебя воспринимают не просто блогером, а вот чуть ли не историком. Мне это льстит на самом деле. Я про то, что в предыдущей сторис заказывают уже блоги у людей, чтобы этот блог озвучивали. Заметьте, посмотрите этот ролик, он озвучен не человеческим голосом, а каким-то роботом там и так далее. Это стоит денег, уже заказные ролики против меня. Лайк вам, это круто. А можно почаще делать такие ролики, пожалуйста? Вот ко мне подписчики стали приходить. Это важно. Вы же хайпуете на моем имени, а я на вас похайпую. Это будет круто. Ничего, так, хорошо сделали. Молодцы. В субботу будет... У нас два четких и ясных вопроса Артему. В каких трудах Деникин написал, что он не смог покорить ингушей? Труд, автор, страница и цитата. Мы привели тебе точную страницу и цитату, где Деникин написал, что за 6 дней ингуши сдались, а красноармейцы, которые с ними были, сбежали в Грузию. Второй вопрос. Где и когда Ермолов написал то, что ты озвучил? Мы проверили источник, на который ты ссылаешься, но там то, что ты зачитал, нету. Нам нужен источник, на который есть цитата, которую ты привел. Труд, автор, страница, цитата. Если ты уверен в том, что ты прав, все, что ты зачитал, это факты, тогда докажи нам, что ты прав. Мы знаем, что ты не историк, но ты блогер, медийный человек, ты должен 1000 раз проверить информацию, прежде чем публиковать его у себя на странице. У вас же русских есть поговорка: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Следуй этой поговорке, и ты не будешь позориться, как сейчас.